Новые поправки. Парламент Таджикистана одобрил ускоренную службу в армии. Чем ближе военный призыв, тем страшнее молодым людям в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как правительство Таджикистана утвердило стоимость не службы в армии. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Кроме того, теперь резервисты будут проходить срочную службу в течение всего месяца вместо 1 года, но за определенную плату. Правительство Таджикистана установило, наконец, стоимость оплаты за альтернативную службу в армии для новобранцев. Об этом сообщил начальник пресс-центра Министерства обороны Фаридун Махмадализода. Теперь в армии можно не служить 2 года, а пройти месячные военные сборы, оплатив 25 200 самани. Деньги нужно перечислить через Амонатбонк на специальный счет Министерства обороны. Как сообщается, стоимость альтернативной службы составляет 420 расчетных показателей. Один расчетный показатель равен 60 самани. Постановление правительства Республики Таджикистан номер 299 о порядке прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва было утверждено 30 июля этого года, но попало в распоряжение СМИ только 16 августа. Этот нормативный акт принят наряду с поправками в закон о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, которые были внесены в начале этого года и вступили в силу в марте. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно новой редакции закона Таджикистана о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, ежегодно до 10% призывного возраста будут призываться в армию, а те, кто не попал в призыв и не хочет проходить срочную службу, может получить военный билет после прохождения месячных военных сборов и внесения определенной платы. Закон был принят Нижней палатой парламента в конце января текущего года. Отныне студенты, отучившиеся на военных кафедрах вузов, получат офицерские звания только после года службы в армии. Ранее им звание присваивалось сразу после окончания вуза и прохождения 40-дневных военных сборов. Кроме того, в законодательство добавлен пункт, согласно которому мужчинам, не прошедшим службу в армии, будет закрыта дорога в органы прокуратуры, суда, таможни, антикоррупционного ведомства, а также службу исполнения при правительстве страны. Призыву в армию сейчас не подлежат молодые люди с не снятой и не погашенной судимостью за тяжкое и особо тяжкое преступление, признанные негодными или ограниченно годными к строевой службе по состоянию здоровья. Также в армию не призываются граждане, чьи родственники погибли в рядах вооруженных сил на службе по призыву, и те, кто является единственным сыном в семье. В Таджикистане 2 раза в год, весной и осенью, проходит призыв на службу в армии. Военнообязанным считаются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Как вам такая сумма взноса за то, чтобы не служить в армии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!